Усім прывітанне, гэта музычная рубрика «Такога вы не чулі», Маша Колеснікова пры мікрафоне. Сёння я прадстаўлю праект «Сінія горы», Дзеніс Кудраўцаў, і трэк будзе называцца «Яблака». Слухаем. Солба яблоко чисто высокого, вытираю горе капли. В мире нет никого тонкого, чем я вокруг, как грабли, грабли. Невозможно сделать нет движения, не получишь ссадины, нет готового решения. Вытираю после лба яблоко. Высокого вытираю горе капли. В мире нет никого тонкого, чем я вокруг, только грабли. Невозможно сделать нет движения, не получишь шишки ссадины, нет готового решения. Вытираю после лба яблоко. Вытирай после лба яблоко, яблоко. Вытирай после лба яблоко, яблоко. Вытирай после лба яблоко. Воу-воу. Я нагадаю, што гэта музычная рубрика «Такога вы не чулі», праект «Сінія горы», Дзеніс Кудраўцаў і песня «Яблака». Дзеніс, пакуль вось гучаў трэк, у нас у студыі, у рэдакцыі дакладней, усе пыталіся, што адбываецца вось сёння на Еўрарадыё. Раскажыце,
ці гэта такая нармальная рэакцыя на вашу музыку? Ну, я не уверен, какая точно была реакция, но... А какая была реакция? Я не знаю, что они имели в виду? Ну, яны маюць на увазе, што адбываецца? Гэта такое нешта Ну, ведь, какафанічнае, хутчэй. как у вас рубрика называется? Рубрика «Такого вы не чулі». Все правильно. Ну, так вот. Дзяніс, вы відэамастак і музыка. І я вось прачытала, што вы вырашылі публічна на публіку вынесці сваю творчасць пасля таго, як у 2016 годзе паўдзельнічалі ў амерыканскім музычным праекце, які называўся One Beat. Да, так, все есть. Ну, я хотела сказаць пра тое, што вельмі рэдка беларускія музыкі ўвогуле траплялі на гэты, здаецца, толькі вы і Наташа Куніцкая, так? Наташа потом напоила. Вось, і як вы туды патрапілі? Блат. Там был открытый конкурс, это как на любые у нас программы, шоу-кейсы. Это интернет, слава богу, глобализация, теперь все легко. Теперь стало все легко, если ты делаешь что-то Але интересное. мэта, якая вас пераследавала, калі вы вырашылі туды паехаць і падацца? Ну, они обещали мне тур по моим любимым местам. Луизиана, Новый Орлеан. Вот это все музыкальная культура, которая оттуда черпает, берет свои значит, начала, она меня все время, всю жизнь преследует. И я ее догоняю. Тур был? Был, конечно, да. И я у Луизиане сустрели. Отлично. Это совершенно другой мир. И там многое смотрелось более даже органично. То есть, по крайней мере, никто... что-то похожее там уже слышали. Ну, так. Окей, і вось вы вярнуліся і вырашылі ўжо і беларускую публіку крыху апрытоміць. А мне понравилось выступать. Вот в чем дело. Мне нравится вот это вот состояние такое, нервного такого какого-то напряжения. И когда ты выдаешь что-то... Когда ты удивляешь сам себя, мне нравится, когда я могу удивить сам себя. Вот. Наколькі шмат імправізацыі ў вашай музыцы? Много. Это она практически вся на этом и построена, потому что в общем-то, импровизация – это то, чем я перманентно занимаюсь. Именно это, можно сказать, то интересное, что меня в музыке вообще интересует. Это вы кажете, что это фолк? Можно так назвать. Какие-то элементы фолка есть, конечно. Да. Во-первых, это все та же гитара, все тот же голос, все та же авторская песня. И мотивы, то есть я люблю очень какую-то простую форму, в идеале. То есть мне нравится, когда я нахожу, как сделать просто и хорошо. То есть я иду к простоте, как и любые, я думаю, художники, как и все художники, я думаю, мы все стремимся к простоте. Вот. И мне кажется, сейчас я нашел какой-то баланс. Поэтому я называю это фолком. Я, собственно, все простое, доходчивое и хорошее называю фолком. Или не фолком, могу роком называть, или там и чем-то еще. Собственно говоря, сама терминология меня не очень интересует. Вы кажаце, што песенны жанр зараз у крызісе. Як вы дапамагаеце яму выбрацца з гэтага крызісу? Вот, я нашел баланс, нашел простоту, это не только я нашел, но я имею в виду, что я для себя нашел. То есть я могу это, по крайней мере, воспроизводить. То есть вот я пришел к вам, сделал что-то, и уже что-то произошло, кто-то услышал. Окей, я зразумела про баланс. Вы маеце на ўвазе ў тым ліку і баланс паміж словамі, паміж тэкстамі і паміж музыкай? То бок тут няма таго, што больш важнае? Да, тут, безусловно, все надо вместе воспринимать. То есть, хотя, конечно, бывает, что и слова ищутся долго, бывает, что музыка не всегда приходит, но они, конечно, оба, да, важны. Я не считаю, что я поэт, который просто играет, да, или я музыкант, которому слова не нужны. Тут, конечно, все вместе. Але у вас вельмі шмат усяго, я паглядзела, прабеглася па старонцы, і у вас, такая багатая творчасць. Я такой, да, домосед. То бок вы сидите дома, у вас есть своя студия? Что-то в этом духе. Сейчас такое время, что уже у каждого, у кого есть компьютер, значит, есть дома студия. И гроши вы чим заробляете на життя? То так. Как-то, знаете, там, то таксист, то грузчик. Окей. Про что ваши песни? Как я уже говорил, я ищу вот это вот равновесие.
И, во-первых, я думаю, что сам поиск равновесия – это уже мотив. Ну, как бы это можно назвать темой. И равновесие между тем, что можно сказать, чего нельзя сказать. Равновесие между тем, что ты можешь сыграть и что ты хочешь сыграть. Вот в этом смысле. У нас сейчас атрымліваецца гэта зрабіць? А что у нас со временем сейчас? Ну, такі час неспакойны, такі супярэчлівы. Ну, я даже и не замечал, что он такой. Окей, я ведаю, вось у вас выйшаў альбом, які называўся Red Balloon, так? Вось, і вы з яго запісалі за дапамогай там інструментаў розных, нават піла там была, так? Мелодыка з барахолкі. Ну, это это мой Коллекционуете. принцип, то есть я ищу всякую такую штуку. Не то, чтобы я ищу специально, но, по крайней мере, из извлечения звуков, из всего мне... Спрабуеце, што гучыць і як гучыць. Да. Які гук у вас больш за ўсё ўразіў? Гук чаго? За всю жизнь? Ну, хаця б за апошні час. Ну, недавно, например, девушка пришла моя домой с листом жести, она купила его для отделки своего аквариума. Она заходит, он у нее гремит, и я думаю, пошел тоже в это сделай сам, и купил себе такой же. Теперь это будет один из инструментов. Вот так это и приходит. Вот. На Red Balloon главным была, безусловно, вот эта вот мелодика, которую на барахолке мы нашли. Хонор? Нет? Кажется, да. Ну, хорошая мелодыкі, ну. Кажется, да. І яшчэ пластиковыя пакеты вы выкарыстоўваеце? Безусловно. Все, что издает звук. И чем он более странный, тем лучше. Потому что чем дольше занимаешься, тем дольше, ну, тем тебе уже все приедается постепенно. Все сильнее, все сильнее. Я яшчэ вось таксама бачыла, што у вас ёсць калабарацыя з Дусей. І ўвогуле... Ну, у кого сейчас нету коллаборации с Дусей, надо поискать. Ну, так. Вот у Нейка Барзова. Ага. Як дапамагаюць калабарацыі музыкам? Гэта нейкі такі проста абмен досведам ці што гэта? Ну, чтобы не вариться в своем соку, надо же, конечно, взаимодействовать. И чем неожиданнее... Ну, во-первых, как я уже говорил, удивлять себя – это очень важно для искусства. Надо пытаться прыгнуть выше головы своей. И поэтому, чем тебе кажется страннее будущее взаимодействие, тем лучше. Надо пробовать. Ну, я, то есть, не считаю, что, например, у нас в Дусе все идеально получилось. Просто надо пробовать. Ёсць яшчэ нейкія беларускія музыкі ці не беларускія, з якімі вы хочаце штосьці паспрабаваць? Напрыклад, глядзіце ці слухаеце і думаеце, хачу вось з гэтым музыкам спец. Безусловно. Например, даже вот эта песня сегодняшняя, она на стихи Светланы Бень. И это потому, что мы встретились и обменялись, значит, комплиментами. И она мне дала свой сборник. Я так думаю, что это начало творческой дружбы. Так что вот так вот. Ее муж Тёма, прекрасный музыкант тоже. И я долго на него смотрел. Вот. Ну, а так, я, в принципе, открыт к сотрудничеству. Окей, мы уже выходим. Спасибо, что пригласили. Да, вам таксама дзякуй, Дзяніс. Я нагадаю, што сённяшняй музычнай рубрыкі такога вы не чулі. Дзяніс Кудраўцаў, праект «Сінія горы». «Яблока» песня у нас сёння гучала, на верш Светы Бень з «Серебряной свадьбы». І песню можна яшчэ паслухаць у нас у сацыяльных сетках, в Фейсбуку, ВКонтакте, Одноклассниках і на нашым сайце еврорадио.фм. Заставайцеся з намі. Шчасліва. До свидания.